В Ингушетии с 2020 года реализуют несколько проектов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Эта программа позволяет обеспечить жильем семьи, проживающие в сельских поселениях, также реконструировать дороги и благоустроить общественные территории. Желающие принять участие могут обратиться в Минсельхоз за полной консультацией, чтобы узнать, как стать участником проекта и уточнить перечень документов. В связи с этим работники Минсельхоза просят жителей региона не поддаваться фейковой информации из недостоверных источников. Данная программа была утверждена в 2020 году по поручению президента России. В Минсельхозе Ингушетии она была разработана в 2020 году также и утверждена 5 февраля номером 12 постановлением правительства Республики Ингушетия. И в рамках этой госпрограммы представлен комплекс мероприятий, направленных на развитие сельских территорий. В том числе мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности. В принципе, программа направлена для того, чтобы улучшить и создать комфортные условия для проживания в сельской местности граждан. Остановить миграционный отток населения от села в города. Мероприятия по развитию жилищного строительства, которое входит как раз-таки в эту госпрограмму, они направлены на создание комфортных условий проживания специалистов, работающих в селе. В категорию специалистов входят учителя, врачи и, в первую очередь, это работники агропромышленного сектора. В рамках первоочередной программы социального развития села на учет стало очень большое количество граждан. Все эти граждане, соответствующие критериям, тогдашним критериям учета, они имеют полное право сохранить свою очередность и перейти в рамках участия в новой госпрограммы с сохранением своей очередности. При том, что если они соблюдают все условия, прописанные в новой программе. То есть новая программа, она немного отличается от предыдущих программ. И какие-то критерии отбора, критерии участия там немного изменились, одним словом. И для того, чтобы граждане, ставшие на учет в предыдущие годы в рамках предыдущих программ, по данным мероприятиям могли участвовать в этих мероприятиях, необходимо в органах местного самоуправления по месту жительства, по месту официальной прописки граждан подать заявление о том, что они согласны перейти участие в новой госпрограммы по этим мероприятиям, сохранение своей очередности, обновить весь свой пакет документов в соответствии с постановлением 12. В принципе, органы местного самоуправления должны уже перепроверить их документы. И дальше уже по мере запросов с министерства, а мы запрашиваем с учетом лимитов, которые нам могут предоставить с федерального центра, они уже дальше мы отрабатываем эту программу. По части вот этих, так сказать, неправомерных призывов о том, что кто-то занимается услугами взаимодействия с органами исполнительной власти, муниципалитетами, что где-то формируют пакеты документов за определенные платы. У нас такого нету. Мы ни с кем не взаимодействуем с физлицами в плане каких-то оказаний потусторонних услуг. У нас вся консультация бесплатная, всегда оказывали, в дальнейшем будем оказывать по мере своей возможности.